Тема проповеди Слова Божьего в исполнении заповеди Спасителя, как «Идите и проповедуйте сие Евангелие Царства всем народам», она будет проходить красной нитью через всю нашу конференцию. И об особенностях миссии среди тюркских народов на уже современном этапе нам также расскажет протоиерей Максим Обухов. Отец Максим, просим вам слово. Несколько лет в Русской Православной Церкви активизировалась дискуссия о миссии тюркских народов, об устройстве литургической церковной жизни тех народов традиционной православия и которые переходят в православие. И хотелось бы обобщить несколько моментов и сказать о завтрашнем дне. Итак, родственно примыкают к нашему русскому миру, за исключением Турции. Но это особый случай. И по приходской жизни, по статистике, по тем тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем, мы видим, что даже среди народов, которые традиционно практически все исповедуют ислам, есть определенные, скажем так, ручейки, определенный поток так называемых конвертов, да, то есть людей, которые по какой-то причине сделали выбор свой не в пользу религии предков, а в пользу православия. Довольно-таки много у нас. Как много? Конечно, это не массовое явление. Но представители всех тюркских народов фактически у нас есть. И очень много казахов. Ну, а татар не говорим, да, что это самые многочисленные группы православные татары. Очень много смешанных семей, людей с русско-татарскими, русско-башкирскими корнями. Это православные люди, но никто же не заставлял отрекаться от своих корней. И число тюркских народов, представителей тюркских народов на территории России, которые исповедуют православие, посчитать, были попытки, но трудно сказать даже оценочно. Я боюсь назвать эту цифру, но много. По численности это будет соответствовать такой не самой даже маленькой епархии Русской Православной Церкви. То есть это довольно большая группа людей. И она растет по разным причинам. Цивилизационно, может быть, разочарование в своей религии, может быть, еще какие-то причины. Самые разные. Приобщение к русской культуре, переезд в Россию, этот поток людей, которые крестятся, не иссякает. И, конечно, это ставит перед нашей церковью очень серьезный вызов. Потому что, скажем, приезжает человек из ближнего зарубежья, или даже он мигрант, уже здесь укоренившийся, для него русский язык не является родным, он говорит, конечно, по-русски, что-то понимает с акцентом, но церковнославянский язык для него, понятно, не является интуитивно, понимаемым, да, как для русского человека, который даже не был в церкви, он закон, он интуитивно понимает, русскоязычный человек. Конечно, для мигранта их очень много. Да? Только в Москве это сотни тысяч мигрантов, и любой священник подтвердит, да, что постоянно приходят таджики, да, это другая группа языковая, не важно. Приходят, азербайджанцы приходят, задают вопросы, но что получается, мы не можем достать иногда Евангелие на его родном языке, его нет, не можем слов не знаем. И, конечно, это литургия, да. Для нас, конечно, татары самый многочисленный народ. Как-то вопрос решается, но недостаточно, что мегаполис. Очень много татар живет в мегаполисе. Нет мегаполисов. Москва, Петербург, Пермь, Киров, да, города Поволжья, все, везде живут православные татары. Конечно, вопрос хотя бы один раз в году литургии на татарском языке не решен, хотя там и технические вопросы, кто будет служить, как, но хотя бы смешанные литургии, да, составные, можно уже служить сейчас. И, может быть, для нас это статистика, там, небольшие народы, малочисленные юкагиры, горные шорцы. Может быть, для
для нас это статистика, да, они, может быть, малочисленны, может быть, незначительны, глядя из Москвы, но для него, для самого представителя тюркских народов, Юкагира, может, кто-то не знает о его существовании, да, то для него это вся его жизнь. Поэтому может быть поставлен вопрос о том, чтобы раз в год служить на всех тюркских языках, хотя бы составную, то есть, хотя бы, да, фрагментарную, то других, да, языках, если будет хотя бы 2 или 3 представителей этих народов. Также у нас сейчас не решен, можно сказать, еще не решен вопрос доступности литературы. Как-то, может быть, мы еще не осознаем до конца то, что хорошо, что мы строим храмы, что у нас колокола льем, что у нас огромные мероприятия, такой размах. Но литература это важнее, чем колокола, да? Потому что эти народы, порядка 70 миллионов в зоне нашей миссионерской ответственности. Даже, можно сказать, шире, порядка, если не ошибаюсь, 70 миллионов тюркских народов на территории Российской империи. Но Монголия и западные районы Китая, да, там порядка, по-моему, 20, что ли, 20 вместе представителей тюркских народов, монголы, уйгуры, да, они примыкают, граничат с Россией, и тоже их можно отнести к зоне нашей миссионерской ответственности. Поэтому это очень важно, и как бы наше бездействие, понятно, да, что оно будет способствовать тому, что этот вакуум будет заполняться чем-то другим. Ну, чем будет? Он будет заполняться исламскими течениями, это радикально, да, люди ищущие чего-то духовного, они начинают что-то искать. А радикальные течения и протестанты, которые очень легко используют язык, и очень легко протестанты входят, так сказать, достаточно успешно, несмотря на административное давление в Узбекистане, да, в Казахстане. И сейчас время, наверное, время собрать силы, подумать, может быть, собрать священников. Есть священники казахи, есть представители разных народов, которые знают языки. Есть семинаристы, которые готовы учить языки, восточные языки, готовы и работать, светить себя потом в дальнейшем миссии. Но вопрос организации. И, возможно, сейчас и перед священноначалиями, и перед церковью, и перед общественностью станет вопрос, какие методы работы. Может быть, было бы рационально, уже обсуждался этот вопрос, восстановление Сарайской епархии. Да, у нас есть Коломенская епархия, она преемница Сарайской епархии, которая существовала в Орде. То есть традиционно у нас есть даже каноническая структура, но, правда, такая, знаете, символическая, замороженная, но она есть. Сарайская или Коломенская сейчас епархия, она имеет статус столичный, которая могла бы канонически, экстерриториально возглавить миссию тюркскому народу. Здесь, конечно, нужна, понятно, деликатность. Деликатность, что, как предыдущий автор говорил, абсолютно недопустима конфронтация между мусульманами и христианами, чтобы наша миссия не носила характер агрессивного призывительства, агрессивного миссионерства. Недопустимо. Но принять тех людей, которые хотят перейти по славе, мы обязаны. Также есть еще время немножко. Также последний очень серьезный вопрос стал ситуация с Турцией. Турция второе, самое многочисленное тюркское государство, практически сейчас на грани того, чтобы лишиться канонического духовного кормления. Потому что мы видим, что происходит в Петербургской церкви. Увы, к сожалению, это этнофилетизм. И в условиях учения о превосходстве эллинской какой-то расы, лидерства, безумные какие-то глаголы, что никакой миссии в Турции речи быть не может уже со стороны Константинопольского патриархата. Потому что явно ересь, когда глава церкви говорит, наше лидерство нашей нации, православной миссии, конечно, никакой миссии в Турции. Но русских там много, сейчас открываются приходы, и возможно, что Русской Православной Церкви придется иметь дело с турецким народом, так как в Турции 75% турков, 25% национальных меньшинств, и многие национальные меньшинства, и сами
потомками насильно обращенных в ислам. И эти люди, причем их очень много, мы, конечно, точно цифры не можем сказать, но из истории известно, что их еще в 20 веке, в начале 20 века, очень много, многие из них помнят, и это и не исключено, и даже очень вероятно, что потомки этих людей, насильно обращенных в ислам, могут вспомнить свои корни и вернуться к православию, религию предков, к потомкам греков, армян. И, конечно, тоже встанет вопрос о духовном окормлении, и тоже такой сложный выбор будет перед Русской Православной Церковью, потому что Константинопольский патриархат, к сожалению, этим отказывается заниматься. Ну, все знаете, ситуация, которая сейчас там происходит. Спасибо за внимание.